Всё очень хорошо. Хоп, выключили. Здравствуйте, коллеги. Все ли хорошо слышно? У всех ли хорошо работает звук? Как-то отметьтесь, пожалуйста, в чате, чтобы было понимание, что все хорошо работает. И через минуту, вот буквально, мы начнем с вами общение профессиональное. Я так думаю, что те, кто уже смогли присоединиться, присоединились. Остальных уже ждать не будем. Сегодня мы с вами продолжим работу по нашему проекту Библиэкспрессу. И вебинар, который я вам предлагаю, мы слушали в прошлом году. Я делилась с вами сайтами, которые помогают нам самообразовываться, профессионально расти, искать новые идеи. Вот у Сильма не слышно, пишет. Ага, а Стас, можно им ссылку? А, вот это и есть, да? Мгм. Коллеги, у кого не работает связь, перейдите по ссылке. Ну, давайте, а мы будем продолжать, не будем отвлекаться, так как у нас есть техническая поддержка. В чате читайте, у кого какие проблемы. Я так думаю, что вот сегодняшние условия, сегодня, вот там же. Внимание! В здании сработала пожарная тревога. Просьба, Еще не раз. создавая паники, Коллеги, покинуть прерываемся. строение. Пользуйтесь схемами эвакуации.
Уважаемые коллеги, продолжим нашу встречу. У нас отключилось оповещение, и я думаю, что мы должны уложиться, потому что сегодня у нас санитарный день, и будут проверять вот эти все технические средства. Поэтому давайте не будем долго вести беседу, и так у нас уже съелось время. Я переключусь сразу на презентацию, и мы прям по ней пойдем с вами. Так, те, кто присоединились, еще раз здравствуйте. Совместный доступ делаем. Сейчас мы это все чат включили. Мгм. Ой, презентация называется «Библиотекарь-отличник». Коллеги, я с вами поделюсь своими наработками, которые помогают мне в профессиональном плане не отставать и идти в ногу с новыми требованиями, которые диктуют наши современные условия модернизации библиотек. Ну вот смотрите, для вас вчера сделала небольшую выборку по итогам 2021 года. Основной персонал, то есть это те, которые занимаются обслуживанием читателей, на сегодняшний день по муниципальным библиотекам это 760 человек. Из них только 309 человек имеют профильное образование, то есть большая часть обслуживающих людей не имеет профильное библиотечное вот это базовое образование. Поэтому курсы повышения квалификации как один из способов, да, наработки новых знаний, получения новых знаний и навыков. Ну и, соответственно, семинары, круглые столы, то есть профессиональное обсуждение. Ну и вот то, на чем мы сегодня остановимся, это самообразование. Для себя когда-то я в форме Синтвейна, чтобы вам было понятно, что это такое, я сделала разбивочку, я сделала такую выжимку о понимании, что такое самообразование. То есть вы тоже можете это поработать вот в таком вот ключе, да, то есть самообразование, обозначить, что это и как это, и у вас вот сложится такая усушка, утряска из того, как вы понимаете этот термин. Я для себя его обозначила, что это интересное и свободное, как сказать, получение знаний. Оно помогает нам думать, творить, развиваться. Есть такая пословица, которая выражается всю суть этого значения «век живи, век учись». Ну и такой вывод, что самообразование – это путь к успеху. Оно важно везде, всегда, в любое время, в любой профессии. Ну а термин, который дают наши профессионалы, библиотечные, да, гуру, которые обозначают вот это направление деятельности профессиональной, как целенаправленную познавательную деятельность определяет, которую человек осуществляет добровольно, осознанно, то есть он понимает, что ему необходимо развиваться, иначе он будет отставать и терять свои профессиональные качества и навыки. Она должна, соответственно, им планироваться этим человеком, контролироваться, чтобы у него было четкое понимание, не просто набор вебинаров, мастер-классов, круглых столов, участия, семинаров, да, не просто вот так вот все подряд, а чтобы вы четко понимали, зачем, для решения какой задачи вам это необходимо, и, соответственно, если у вас есть такая цель, вы бы могли по итогу сказать, что вот да, этот мастер-класс мне помог там созданию, не знаю, видеоролика, да, или вот этот мастер-класс научил меня правильно оформлять библиографическую запись, ну и так далее. Ну и сейчас мы с вами остановимся вот на тех, значит, сайтах и порталах, которые помогают библиотекарю и без которых я вот как профессионал, я думаю, что вам надо обязательно на них сакцентироваться. Во-первых, это ассоциации наши. Самая крупная – это Российская библиотечная ассоциация. Она у нас уже создана очень давно, в 95 году. В ней, значит, руководителями и организаторами, включенными в руководящий состав, являются представители федеральных библиотек, представители областных, это директора, то есть те люди, которые помогают библиотечному сообществу двигаться в нужном направлении. Почему? Потому что Российская библиотечная ассоциация является еще и участником ИФЛА, то есть Международной библиотечной ассоциации. И вот эти обсуждения, они дают четкое понимание, куда должны мы с вами двигаться, на что обращать внимание. Даже простая лента новостей сайта РБА
вам поможет для себя посмотреть те интересные мероприятия и формы, которые проводят у себя библиотеки в регионах, что-то взять на заметку. И еще здесь очень важное, что, на что вы бы, ну, я вам рекомендую обратить внимание, это на анонс мероприятия. Я вам вынесла его отдельно. Потому что анонс, то есть вы все знаете, что там есть сводный план мероприятий, он расписывается на год. В конце года он в декабре уже появляется. Понятно, что мы все можем посмотреть, где какие круглые столы, совещания, конференции, чтения. Но все это забывается. И поэтому вот анонсы мероприятий – это очень классная штука. Она помогает вовремя, вот, то есть она выкидывается на месяц, да, и вовремя отследить, куда надо подать свои заявки. Потому что я думаю, что в нашем регионе столько интересных идей вы реализуете и проектов, что всегда можно найти поделиться с коллегами на том или ином мероприятии вашими наработками, ну и, соответственно, послушать других коллег. Второй вот сайт, на который я обратила бы внимание, это тоже ассоциация библиотечная, библиотеки будущего. Она работает под кураторством ГПНТБ, создавалась при инициативе Шрайберга. И вот смотрите, материалы, которые здесь представлены, они связаны с экологией и с цифровизацией. Это как раз те направления, которые у нас курирует ГПНТБ. И понятно, что здесь самое, ну, новостная лента, не буду останавливаться, но в закладочке конференции, семинары и вебинары вы найдете для себя те мероприятия, которые уже состоялись, вы сможете просмотреть видеозапись. Чтобы не просто просматривать целиком видеозаписи, это, как правило, очень длинные записи одного дня целиком, это могут быть 5-часовые записи. Тут приложены программы. То есть вы открываете программку этого мероприятия, смотрите наиболее интересные вам доклады и отыскиваете уже эти доклады в самой видеозаписи. То есть обязательно имейте в виду для себя вот это вот, вот этот вот сайт библиотеки будущего. Ну, конечно, одна из главных библиотек наших, которая курирует повышение квалификации библиотечных работников многие годы, это Российская национальная библиотека, ой, Российская государственная библиотека, это имени Ленина, Москва. Библиотека огромная, сложная, многоступенчатые тут всякие у них отделы и структуры. Поэтому сделала вам сразу же ссылочку на профессиональные и образовательные мероприятия, чтобы вам не ходить по сайту и не искать, где это находится. Обязательно туда сходите. Здесь собраны все онлайн-семинары и вебинары, которые проводят специалисты, профильные, там читают лекции Столяров, вот по фондам, вот буквально совсем недавно Ольга Бадейкина читала. Поэтому я думаю, что это те люди, которые пишут для нас учебники для нашей отрасли, да, поэтому я думаю, что на это стоит обратить внимание, тем более эти семинары и вебинары в бесплатном доступе. Понятно, что эти библиотеки крупные, они имеют лицензии, и они организуют и платные курсы. Ну, всегда приятно, посмотреть что-то конкретное. Тем более, вот смотрите, семинары и вебинары, они очень точечны, они тематически выделены, то есть вы будете прям четко понимать, о чем вы смотрите. И, как правило, они по времени небольшие, занимают минут 40-50. Смотрите, вот проект РГБ. Национальная электронная библиотека. Для нас всех уже это знакомый ресурс. В этом ресурсе есть закладочка для профессионалов библиотечного дела. Она пополняется. В ней уже более 3000 книг оцифрованные заложены. Понятно, что эти книги являются, как сказать, основами развития библиотечного дела, что-то в виде методических рекомендаций. Я думаю, что на это стоит обратить внимание, потому что там по всем направлениям и каталогизация, и фонды, и персонал, и управление библиотекой, и само библиотековедение, и история библиотек. Ну, в общем, кому вот что надо, весь спектр там есть. Ссылочка на наш вот раздел, который необходим нам, вот именно сюда нажимайте, чтобы не лазить по всей библиотеке. Теперь они
они в закладочке для профессионалов сделали вот такой вот спецпроект «Библиотека реставратора», разделив ее тоже по 4 направлениям. Вот вы внизу видите, да, нормативно-методическая база, материальное воплощение документа, создание страхового фонда, оцифровка документов и консервация фондов. Вот здесь вы найдете весь необходимый материал, который вас заинтересует в том или ином направлении, потому что не всегда можно по сохранности фонда что-то найти, вот особенно те районы, у кого есть редкий фонд, которые с ним работают. Конечно, всегда можно получить консультацию и в нашей библиотеке у Елены Николаевны Сердитовой. Ну вот, обладать своими знаниями лучше, как говорится, один раз увидеть самому и услышать, ну и потом применять на деле. Еще один проект, который уже с 2019 года, да, будоражит всю Россию, это библиотека нового поколения. То есть вы сейчас все в курсе, что у нас этот проект реализуется. По итогу проекта было задумано создать в России 600 модельных библиотек, но он идет такими семимильными шагами, что вот если выйти на сайт, то мы уже увидим, что у нас уже 611 библиотек готовы войти в статус библиотеки нового поколения. Вы все прекрасно понимаете, потому что многие из вас являются участниками этого проекта, кто-то уже вошел, кто-то готовится туда войти, что модернизация, она как раз завязана не только на изменении пространства, да, но и на изменении сознания библиотекаря. На этом сайте вы всегда найдете интересную новостную ленту. Вы сможете отсмотреть то, что делают ваши коллеги. Может быть, взять что-то себе на заметку. Также вы здесь найдете методические рекомендации по составлению документа на конкурс. Но я бы хотела обратить внимание на документ, который позволит вам создать концепцию вашей библиотеки. Этот документ важен даже не тем, кто участвует в конкурсе, он просто важен вот здесь и сейчас, чтобы вы понимали, как двигаться, что предложить вашим читателям, какой вектор вы возьмете для развития, и тогда у вас будет складываться на вот этой концепции вся ваша работа. Это очень стратегически важный документ, поэтому я буду рада, если вы его примете к сведению. Конечно, здесь есть вебинары, которые помогают разобраться, что это такое библиотека нового поколения, как ее построить, да, там отработаны брендбуки, лежат журналы, но журнал как-то не очень пополняется. Он в основном складывается из новостной ленты библиотек модельных нового поколения, то есть новые форматы мероприятий. Но я думаю, что это лучше отсмотреть в ленте, тогда вам будет быстрее и понятнее. Немножко тороплюсь, потому что вижу, что по времени уже 20 минут мы с вами, так сказать, израсходовали. Вот те, кто работает в проекте «Новая библиотека», уже получили возможность включиться в новый проект, инициированный РГБ. Это университет, проект «Гений места». «Гений места». Они сделали отдельный сайт «Университет гения». И на этом сайте я вас туда прям призываю, прям обязательно идите и смотрите эти вебинары. Называется он «Креативный библиотекарь». У вас в голове выстроится четкое понимание, что такое креативная индустрия, как туда вписывается сегодня библиотека. Она действительно вписывается, потому что когда увидев впервые этот проект, у меня тоже было смущение, как креативные индустрии экономические, которые настроены на получение прибыли, вписываются в библиотеку. Но это прям вот каждый вебинар, вот они разложены вот по таким вот значит, папочкам, его можно отсмотреть. Более того, у каждого вебинара есть краткий конспект, то есть лектор, о чем он говорит, расписаны как бы основные мысли, да. Ну и самое хорошее, что там еще приложены ссылочки на подобные мероприятия. Вот если тема обозначена, партнеры и ресурсы, и ее читает специалист, да, то к нему еще прикреплены другие дополнительные материалы из интернета. То есть специалисты РГБ, вот они поработали.
Прям призываю обратить внимание на этот ресурс. Университет гения. Ссылочки есть, листайте, смотрите, ставьте в свой, как говорится, план, график развития профессионального. Ну, вторая библиотека по значимости, Российская национальная библиотека. Российская национальная библиотека, она тоже является нашим методическим центром, тоже занимается с нашими специалистами в плане повышения квалификации, тоже достаточно объемный, как это называется, спектр знаний она дает. Ну, и я бы хотела вас обратить внимание, значит, если вы зашли в вкладочку профессионалам библиотечного дела, то есть на основной странице она называется «Коллега», вот вы туда зайдете, и здесь вы сможете отсмотреть конференции, которые уже прошли, то есть хранятся в архиве, и те, которые сейчас вот планируются, ну, планируются к проведению. Ну, планируется к проведению, то есть это вы сможете запланировать, посмотреть для себя ее. А те, которые прошли, обязательно посмотрите и полистайте. Все эти крупные мероприятия дают нам вектор движения. И более того, у них у всех приложена программа мероприятий, которая вам поможет разобраться и не отсматривать многочасовые видео, порядка 3-4 штук. Очень хорошая отдельный проект «Корпоративная полнотекстовая база данных Центральной библиотеки субъектов Российской Федерации». Ведет ее научно-методический отдел РНБ. Это их проект. Басов Сергей Александрович. Не скажу, вдруг подзабыла как. Вот. Басов Сергей и его команда. На этом сайте все обновления нормативки. То есть все, что касается нашей работы, как мы ведем учет. Вот помните, 2020 год у нас прям была головная боль, как же все оформить, как все записать и зафиксировать посещение и мероприятия в онлайн-формате. Конечно, это все утряслось, но я вас призываю, что обратите внимание на этот сайт. Здесь есть четкая инструкция для тех, кто еще для себя не понял, как это сделать правильно, как создать паспорт, как это вести. Тут есть такой, значит, на главной странице у него выведены основные темы, которые волнуют библиотечное сообщество в целом. Понятно, что они адресованы центральным библиотекам субъектов, да, для проработки, для методических решений. Но я думаю, что для себя вы здесь сможете все найти, что вам будет интересно. Еще призываю вас обратить внимание на вкладку «Библиотечная аналитика. Конкурс». Вот он мне как раз тут попал. Этот конкурс проводится уже более 7 лет. Если зайти в эту закладочку, там есть архив. На что вам важно обратить внимание? Каждая областная библиотека, вот в прошлом году мы с вами вместе проработали этот документ и заняли первое место. Нас отметили, значит, в жюри входит достаточное количество человек, это директора областных библиотек и региональных, которые отметили наш доклад и вывели его на первое место. И я хочу сказать, что в этом докладе вам бы тоже, конечно, было бы хорошо его посмотреть. Почему? Потому что раздел 6, он напрямую связан с вашей работой. Раздел 8, это краеведение. Мы все там работаем. То есть вы понимаете, какой большой, богатый спектр материалов вы можете отсмотреть. От лидеров нашей библиотечной отрасли до библиотек, допустим, нашего региона северо-запада. Мурманск взять, Санкт-Петербургские библиотеки посмотреть. Ну, Петербурга там Ленинградская область попадает, может быть, не очень будет вам интересно, но там есть Маяковка. Открыть эти доклады и посмотреть, для себя сделать какие-то наметки по интересным формам мероприятий. Прям вот вы увидите 6 раздел, это работа с пользователем. Какие проекты реализуют наши библиотеки, что они подают. Это тоже, кстати, очень интересно, какие форматы они подают на гранты. Какие гранты они выигрывают. Вот в нашем регионе очень плодотворно в этом направлении работает только одна библиотека, вы все ее знаете, Ипская библиотека Сыктывдинской ЦБС. Вот это одна библиотека, которая
простыми словами сказать, лупит грант за грантом. Причем это федеральные гранты, это президентские, это православная инициатива, это грант президентский по культуре отдельно выведенный. То есть вы понимаете, что ну, человек понял, как это делать, нашел свою нишу и вот работает. Поэтому если вы ознакомитесь вот в этом разделе с докладами, может быть, вы для себя тоже найдете что-то новое. Так, вот, наша любимая библиотека, да, потому что молодежь наше все. Все эти юные создания, которые приходят в библиотеку, это, в общем-то, будущие читатели и взрослых отделений библиотеки. И надо понимать, с чем они растут, и какие у них будут требования к чтению, какие у них будут запросы для своего развития. И чтобы идти в ногу с ними, я вам рекомендую обязательно посетить сайт РГБ, раздел «Профессиональное». Здесь будут собраны также, кроме того, что будут ссылочки даны на всякие конференции, которые инициирует РГБ, они проводят достаточно крупные по работе с молодежью, да, у них достаточно большой блок идет онлайн-семинаров для профессионального самообразования и личностного развития, на которые стоит обратить внимание. Это вот такие вот лучшие волонтерские практики, успешные библиотечные программы для молодежи, отличные библиографические онлайн-среды, психологические онлайн-семинары «Я и моя деятельность», которые помогут вам разобраться, вот, ну, как вам и куда двигаться в вашей работе, да. Потом там замечательный есть проект по Давайте пробежимся, чтобы это у нас времечко есть. Смотрите, вот «Я и моя деятельность». Это проект начался у них в 2019 году. Очень востребованный, интересный цикл вебинаров. Я думаю, что каждый из вас хоть на одно из них, но попадал. Так как на сайте РГБМ есть план, календарный план этих мероприятий, вы всегда можете отследить, когда планируется, значит, это мероприятие. Либо посмотреть его уже в записи сохраненной, прямо там с сайта. Странички, ой, ссылочки я вам на все дала. Лучшие волонтерские практики. В этих вебинариумах участвовали и даже наша библиотека юношеская. Значит, вот авторский открытый семинар у Пурника замечательный. Он тоже пользуется популярностью до сих пор. Как создать успешную библиотеку для молодежи? Тоже интересные проекты, спикеры библиотеки других регионов, которые делятся своим опытом и наработками. Я думаю, что это нам вот прям как никогда важно отсмотреть и взять себе на заметку. Что такое эффективная библиотека, по мнению Ирины Михновой? Это человек, который уже имеет многолетний опыт работы, имеет такой опыт работы, как сказать, креативный, вот современным языком. Когда-то она руководила Киевской ЦБС Московской области, да, города Москвы. И даже тогда эта ЦБС, она была новатором и генератором интересных идей. И вот под ее руководство уже очень давно попала молодежь, библиотека молодежи. И вот они все-таки держат лидирующие позиции. Вот видите, успешные для молодежи среды, цифровое поколение. Вот мы сейчас все с этим работаем. Вот наши читатели, это мы с вами аналоговые люди, а те, кто приходят к нам, это как раз, которые выросли с руками в руках уже с гаджетов. Библиотекарь как социолог. Тоже обратите внимание, это же ведь ой, сейчас Маргарита Самохина. Это, ну, во-первых, у нее книга есть для библиотекарей, да, значит, и курс лекций у нее построен по этой книге «Библиотекарь как социолог». Курс авторский, интересный, где она рассказывает, как провести, как организовать, даже простое анкетирование, опрос. Это очень важно, чтобы знать и понимать, что хотят наши пользователи. Потому что, когда вы пишете в отчете, что вы провели маркетинговое исследование, опросив при этом небольшой анкеткой 50 человек, ну, то есть вы понимаете, что вы не маркетинговое исследование провели, да, и не научное,
не научно-исследовательское направление, это был небольшой мониторинг. То есть есть определенные правила построения исследования. Я думаю, что его стоит посмотреть, чтобы как-то более полноценно и качественно проводить анкетирование на местах в библиотеках. Ну и вот напоследок от того, что библиотека РГБМ предлагает так много всего разнопланового и разнообразно в плане самообразования, повышения квалификации, профессиональных мероприятий масштабных, всероссийских, международных. Значит, Министерство культуры предлагает создать на вот базе этой библиотеки Всероссийский центр библиотечного кадрового потенциала и библиотечный центр цифровых инноваций. Об этом была, значит, новость на РБА. Ирина Михнова является, ну, по крайней мере, руководителем секции она являлась по молодежи. Сейчас она избрана вице-президентом РБА по последним вот новостям. Я то есть думаю, что на эту библиотеку обязательно стоит обратить внимание. Конечно же, библиотека РГДБ. Понятно, что есть библиотеки, которые работают только с детским населением. У вас есть свои требования и, как сказать, особенности работы с этой категорией читателей. И вот подспорьем, таким методическим подспорьем, как это делать, будет служить сайт, конечно же, Российской государственной детской библиотеки. Во-первых, там очень большой блок выделен под названием «Всероссийский центр изучения чтения литературы для детей». И вот именно в нем, как бы в этом блоке собраны и научно-методический отдел, который помогает методировать работу с этой категорией читателей, и учебный центр, если вы вдруг пожелаете пройти курсы повышения квалификации, да, и можете предложить своим руководителю, что вот будут такие-то курсы, я бы хотел бы получить вот эти знания. Отдел по социологии, психологии, педагогике детского чтения. То есть это же тоже вот целое направление, которое необходимо знать и понимать с библиотекарем, работающим в детских отделах, в детских библиотеках. Конечно, наш методический центр, библиотека Маршака у нас действует, но некоторые теоретические вещи я вам рекомендую отсматривать на сайте РГДБ. Вот смотрите, в научно-методическом отделе РГДБ есть такая полнотекстовая электронная библиотека «Методический портфель». Обратите на нее внимание, я вам дала ссылочки. Вот опять у нас проверка начинается, оповещение. Если что, мы прервемся, не теряйте нас. Так, вот смотрите, такие крупные интересные проекты РГДБ – это про Детлит. Это энциклопедия детской литературы. Здесь на что обратить внимание, что вот здесь вот собраны все элементы электронной энциклопедии и библиографической базы данных. То есть тут все собрано воедино. Кроме самого произведения, здесь есть о авторе, о произведении, то есть и рецензии, и все. Она снабжена многоуровневой поисковой системой и очень хорошей навигацией, причем очень понятной. То есть обязательно пользуйтесь этим ресурсом, чтобы предлагать качественную и проверенную литературу вашим юным читателям, чтобы не получалось так, что вы что-то предложите, так сказать, несоответствии с возрастом. Потому что эксперты здесь, мало того, что здесь специалисты РГДБ, здесь ведь привлечены и другие эксперты, которые помогают отслеживать и, как сказать, аннотировать вот эти записи. Еще один у них замечательный проект, но он уже давно тоже действует, это Библиогид. То есть это такой путеводитель по детским и подростковым книгам. Я думаю, что стоит обратить внимание, если вы вдруг про него забыли, потому что Библиогид уже давненько действует, и он как раз помогает, допустим, даже если вы собрались приобретать книгу, посмотреть ее аннотацию. Это он аннотированный, этот каталог. Здесь замечательные есть подрубрики, подробно о книге, тематические обзоры, представляем регионы. И в них можно найти рецензии, обзоры, посвященные интересным новинкам этих издательств, которые там представлены. И здесь дана информация о писателях, о художниках в отдельном
подразделе, в отдельных рубриках. Поэтому я думаю, что при работе с детьми это ну, такое хорошее подспорье даже для проведения мероприятий, даже для не только получения вот информации, которая поможет вам пополнить фонды хорошей литературы, да, и с пониманием отнестись, но и для применить ее в работе с читателем на каких-либо мероприятиях. Еще одна библиотека, которая проводит очень интересные, крупные, масштабные мероприятия для профессиональных сообществ, где она объединяет опыт работы регионов. Это Центральная городская публичная библиотека Маяковского. Она находится в Санкт-Петербурге. Ее бессменный руководитель Зоя Чалова, тоже известная в профессиональных кругах специалист. И под ее руководством, конечно, библиотека занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге, является методическим центром для библиотек Санкт-Петербурга. Но так как раз они являются методическим центром, вы понимаете, что у них очень хорошие наработки. На их сайте в закладочке коллегам обязательно обратите на ссылочку «Профессиональные мероприятия». Все профессиональные мероприятия расписаны у них вот в виде такой вот сетки с датами и названием, и, значит, пониманием, что это было за мероприятие, чему оно посвящено. Войдя вовнутрь, вы найдете подробную программу мероприятия, чтобы, опять же, не отсматривать многочасовой эфир, а то и несколько дней подряд там эти эфиры многочасовые. Посмотрев программу, вы будете четко понимать, с опытом какой библиотеки вам бы хотелось познакомиться, ну и, соответственно, отсмотреть. Ну и потом мероприятия Центральной городской библиотеки Маяковского, они ведь всероссийского масштаба и международного бывают масштаба эти конференции. Как правило, они проводят конференции. Поэтому опыт там бесценный собран. Я думаю, что он вам пригодится и в работе. Еще одна такого же плана библиотека – это библиотека Некрасовка. Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова в городе Москва. У них есть отдельный портал для коллег из библиотек и других учреждений культуры, называется Некрасовка Про. Здесь тоже собраны замечательные материалы, которые вам помогут в разработке какого-то регламента действий, инструкций, подборки и навигатору по интернет-ресурсам. Замечательно, у них там есть радио Некрасовка. Что-то можно будет взять себе, как говорится, на вооружение. Я хочу сказать, что спикеры вот университета гения как раз были, вот Наталья Сенаторова, она сегодня тоже выступает на вебинаре в университете гения и рассказывает, как они работают с партнерами, как они их к себе привлекают, какие они для этого используют методы и формы работы. В общем, я думаю, что опыт этой библиотеки, которая может поделиться, вам будет тоже полезен. Обратите на нее внимание. Еще одна библиотека, это тоже город Москва, Светловка, молодежная библиотека. Она реализует такие интересные проекты, о которых девочки, наши коллеги рассказывают на мероприятиях, их всегда приглашают. У них очень есть интересные форматы. Лекция пасьянс, книжный лабиринт, книжные челленджи они предлагают, шаблоны полезных материалов для организации мероприятий. То есть даже вот письма и обращения, которые они писали, они оставили в виде шаблонов. Возможно, вам что-то пригодится. Создание вот этих коллажем по мотивам произведений. Я хочу сказать, что посмотрев вот вебинары, которые проводит проект «Гений места», да, я прям вот загорелась Светловкой. Впервые я попала к ним на мероприятие «Фейл-конференция». Вот у кого есть время, я вот приглашаю, там есть ссылочка на эту конференцию, вы можете ее посмотреть, вы получите
массу положительных эмоций. Ну и какие-то профессиональные для себя моменты тоже учтете. Фейл-конференции — это значит, наши коллеги рассказывали о провальных мероприятиях. То есть не все в нашей жизни профессионально идет гладко. Бывают такие моменты, когда мероприятие по тем или иным причинам проходит не так, как ты планировал. И это было в такой легкой форме подано, было очень интересно, и многое можно было взять на заметку. Так что вот, ну, предлагаю вам еще вот посмотреть Светловку. Теперь мы уйдем от библиотеки, перейдем вот к ресурсам, которые курирует Министерство культуры Российской Федерации. Все вы работаете, наверное, с платформой «Прокультура», которая позволяет вам ваши мероприятия анонсировать на сайтах Культура РФ и Новая библиотека РФ. То есть это как бы вот все вместе завязано. Но я бы хотела ваше внимание обратить на что? Что этот сайт очень богат вебинарами такого плана, как вести и работать в соцсетях. То есть как правильно отстроить эту работу. Конечно же, тут есть и для музеев, и для библиотек, но я думаю, что опыт работы музейный нам тоже всегда пригодится, потому что ведение соцсетей, собственно говоря, мы все в этом хромаем. У нас этой тематикой занимается Лобанова Елена, да, те, кто приходили к ней на вебинары, понимают, что и как уже делать, чтобы ваша группа не провисала и не пропадала. Тем более с учетом того, что вот приготовило нам наше сегодняшнее время, да, вы же понимаете, что сейчас ВК взлетел в первые строчки, потому что многие каналы перекрыты. И я вот только сегодня читала аналитику утром. Первое место занимает ВК по трансляциям, следующее место занимает Телеграм. Как работать в этих телеграм-каналах, как настроить, чтобы вот публика пользовалась им и получала интересные и свежие материалы. То есть вот все здесь, вот все, что как работать с цифрой, это важно. Ну и на третьем месте Одноклассники на сегодняшний момент. Из ТикТока уходит тоже очень много людей, хотя по России много библиотек вели свои страницы и ведут до сих пор в ТикТоке. Но они такие более развлекательного характера. Я не знаю, ну, насколько это важно. Почему? Потому что затраты там очень большие. Там необходим видеоролик. И его надо продумать, он должен быть содержательным, не просто там вот, да, выйти и как-то под музыку что-то сказать, а какая-то интересная задумка должна быть. То есть это всегда должен быть креатив. Конечно, если у вас есть такие люди, которым это легко дается, особенно молодежь, они это легко хватают, конечно, можно вести свои каналы. Но не будем уходить на это. Я вот к тому, что у них страничка ВКонтакте, я думаю, что вы все на нее подписаны и подписаны на рассылку этого сайта, потому что все вебинары у них очень-очень полезные. Очень. Тем более там всегда дается время для регистрации. Вам высылается в обратную сертификат участника, что вы были участником этого вебинара. Ну и, соответственно, вы можете пополнять свою копилочку самообразования. Ну и можно скачать методические пособия, которые, ну, как бы помогут вам в работе, вот именно в соцсетях, и помогут разобраться с платформой Прокультура детально. Вот, сайт Культура РФ, давайте вот сейчас тут побыстрее пройдемся. Здесь, конечно, транслируются все основные события. Я думаю, что вы пользуетесь этим сайтом, подписаны на него ВКонтакте, подписаны на рассылку новостей. Но хочу вам особое внимание обратить на тематическую подборку тестов в разделе образования, тесты портала. Эти тесты вы можете использовать в работе с вашими детьми или на мероприятии прямо в онлайн режиме. То есть это прям вообще отличный материал, отработанный, который специалистами проверен. Еще один портал «Год литературы». В 2015 году мы его проводили, был создан этот портал. Сейчас
Он перешел как спецпроект российской газеты. Он точно так же ведется, обновляется. Основные там, что там основное? Там лекции по литературе, да, финалисты крупнейших литературных премий отражаются в новостной ленте. Ну, в общем, все, что связано с литературой, изданием книг, вот в этом на этой странице вы найдете. И тоже очень хорошая подборка викторин. Я сделала прямо на нее ссылочку, чтобы вам не искать. Ну и здесь вы, конечно, можете отслеживать конкурсы, которые организуют, конкурсы и премии, которые организуются вот в этом направлении. Я думаю, что знание литературных направлений, течений, новых авторов, новые имена, ну, вам это будет полезно как профессионалам. Еще один, самый мой любимый для простого, так скажем, библиотекаря, работающего со всеми категориями пользователей, и с детьми, и со взрослыми. Это портал, не портал, это на платформе Вики, или как вот сказать правильно? Ну вот как Википедия создана, на такой же платформе создана Викисипириада. Это краеведческий сайт, изначально начинался, курирует этот сайт Новосибирская детская областная библиотека, сама Елена Смутнева, это заведующая методическим отделом, которая тоже занимается детским чтением. Какие здесь замечательные собраны материалы. Вот прям призываю, обязательно зайдите, пройдитесь. Здесь очень много тоже вебинаров обучающих, мастер-классов. У них есть свой канал на Ютубе, но чтобы, ну, как было понимание, какие проекты реализуются и к чему они относятся. Вот, например, сейчас вот только-только завершился цикл вебинаров «Азбука новых технологий», который знакомит слушателей с сервисами, инструментами, пригодными для чтения, создания сетевых событий, связанных с книгой, историей и культурой, с учетом ограничений нашего времени. То есть не все сейчас ресурсы работают, интернет-ресурсы, которыми мы пользовались, да, кто-то по причине санкций, так как говорится, отвалился. И вот люди уже отработали и делятся с нами. Вот был как раз авторский курс, сейчас скажу, Санкт-Петербург. Вера Караповская, она тоже уже много лет вот работает на этом сайте, как один из спикеров. Призываю, обязательно сходите, зарегистрируйтесь на Викисибириаду. Уже не раз я обращала ваше внимание на такой сайт, в котором аккумулирована информация вся. Называется он «Карт-бланш». Ведет его Псковская областная библиотека. Заместитель руководителя, ну, директора Псковской областной библиотеки по основной деятельности и кадровой политике. Эта программа рассчитана на сотрудников, конечно же, Псковской областной библиотеки, но она помогает в чем? Здесь собраны, она вот именно рассчитана на самообразование. Здесь собраны такие ресурсы и платформы, на которых вы можете получать навыки и знания. Вот, например, Библиоклуб.ру я вот там вынесла отдельно, объясню почему. Но здесь и универсариум, и лекториум. Здесь есть видеоподборки важных методических событий, профессиональных событий, которые прошли, да, то есть вы всегда сможете отсмотреть. Ну и чтобы не искать, вот я считаю, что вот этот вот ресурс полезен именно тем, что здесь собраны ресурсы, на которых мы можем повышать свою, как говорится, квалификацию подбором курсов. Конечно, есть курсы платные, есть бесплатные, но тем не менее. Вот смотрите, там была ссылочка дана на вот она выше, библиоклуб.ру. Библиоклуб, он в себе объединяет несколько проектов, и вот в том числе вот этот проект, образовательный портал Директ Академия. В Директ Академии всегда, ну как, всегда выкладываются новые вебинары, круглые столы, которые проводятся в режиме онлайна. Есть план работы этого вот портала. Но я хочу обратить ваше внимание здесь на выступления и вебинары, которые проводит Марина Орешко, я уже эту фамилию вам говорила не раз, и Татьяна Телегина. Татьяна Телегина — это библиография, вот это направление у нее. Марина Орешко — это
ИКТ в работе библиотекаря и преподавателя. И все вот эти новые технологии, как их использовать, у него хорошие мастер-классы. Я думаю, что вам это будет легко и понятно. И тем более она всегда прям пошагово дает инструкцию, как в них работать, в этих сервисах. То есть берите на заметку вот этот образовательный портал Директ Академия. Если там, по-моему, за небольшую денежку, если вы проходите и регистрируетесь заранее на вебинар, не знаю, сколько сейчас стоит, они отправляли как сертификат участника вебинара. То есть такой образовательный у них. Конечно же, обращаю ваше внимание на интернет-представительство Национальной библиотеки Республики Коми. Для вас мы ведем отдельную страничку, на которую вы можете попасть с основного сайта. Нажав на кнопочку «Коллегам», вы попадете на наш сайт, который называется «Общедоступная библиотека Республики Коми». Здесь мы для вас собираем видеоуроки наших сотрудников. Здесь мы для вас делаем подборку профессиональных событий, выкладываем ее в формате календаря. Здесь мы в новостной ленте для вас собираем интересный опыт или интересные мероприятия, которые прошли в библиотеках республики. И будем благодарны, если на наш адрес вы будете присылать информацию о наиболее значимых мероприятиях, которые прошли в ваших библиотеках. То есть есть такая возможность, что мы их тоже выложим в новостную ленту. Здесь для вас есть подборочка профессиональной литературы, подборочка с профессиональной прессой, с ссылочками на эти профессиональные источники, чтобы не искать по интернету их, то есть всегда можно выйти и посмотреть. То есть, пожалуйста, приходите и пользуйтесь. Здесь же на нашем сайте идет ссылка на YouTube-канал Национальной библиотеки и ссылочка на виртуальный методический кабинет. Вот как раз в виртуальном методическом кабинете, работу этого кабинета курирую я, и я стараюсь для вас всегда делать подборку актуальных профессиональных событий, которые помогают нам профессионально наполняться и напитываться новыми знаниями. Всегда есть ссылочки на вебинары наших федеральных библиотек и на то, что предлагается библиотеками областными. Очень много предлагает Архангельск, у них прям замечательные, хорошие вебинары, я частенько делаю на них ссылочку. Так что вот отсматривайте. Страничка «Виртуальный методический кабинет» пополняется и информацией о мероприятиях в ваших библиотеках. В ней закреплены и собраны видео, ссылочки на видео мероприятия, которые прошли у нас, конференции, которые были интересны и полезны здесь и сейчас, проведены другими библиотеками. То есть вот приглашаю на нашу страничку, обязательно посмотрите. Ну и выходите на наш YouTube-канал, там тоже по плейлистам, я думаю, вы найдете себе полезную информацию. И напоследок я еще сделаю вот такую вот отсылочку к Степанову, к Вадиму Степанову. У него вот есть свой сайт, ну вот он еще и YouTube канал себе сделал, да. Все вы знаете, что это преподаватель МГИКа. Это человек, конечно, неординарный, неоднозначный. Его выступления в профессиональном плане вызывают бурные дискуссии. Кто-то считает, что он прав, кто-то говорит, что он перегибает палку, но тем не менее, я думаю, что обратить внимание на его лекции, выступления стоит. И у него тоже все замечательно собрано. Вот посмотрите на его страничке работу летнего лагеря Мещера за 2021 год. Там тоже богатый опыт собран участников этого проекта. На форум международный, там выложен форум крымский, с 16 материалы там по 19 год там представлены у него. Ну и, естественно, его лекции и доклады, которые он где-то читал или выступал, то есть отдельным плейлистом собрано. Поэтому я приглашаю вас на вот этот канал, ссылочку даю, прям идите, регистрируйтесь, систематически для себя отсматривайте. Ну, на этом все. Я вам очень благодарна за то время, которое вы уделили мне. И буду
Очень рада, если эта информация для вас будет важной и полезной. Всем участникам я хочу сказать, что буду рада вашей обратной связи. Если вы мне напишите в картах обратной связи ваше мнение о мероприятии. Завтра приглашаю также вас присоединиться к нашему следующему занятию в этом проекте. И буду рада нашим новым встречам. В следующий раз мы с вами встретимся уже осенью, поэтому мы дочитываем. Вот последние у нас остались 2 лекции. Завтра и 31 числа. Всем большое спасибо за внимание. Была очень рада нашей встрече. До свидания.